Александр, почему так доминировали сегодня в первом матче? Ну, команда немножко повыше классом у нас. Девчонки и быстрее, и техничнее, и мастеровитее. Вот поэтому и немножко получше выглядели соперники. За счет чего достигается это превосходство в такой большой разнице? Ну, во-первых, девчонки с более раннего возраста начинают заниматься хоккеем у нас. Вот. Больше, возможно, тренируются, больше спрашивают себя. В этом и есть успех. Вы выпускник МХЛ, и скажите, пожалуйста, как игрок бывший, есть ли что-то общее в женском и мужском хоккее? Да, конечно, есть. Хоккей все-таки один вид спорта, понимаете, и правила хоккейные, они одни и те же. Просто тут, да, нету силовых. Есть какие-то моменты, которые отличаются от молодежки. А так, в принципе, мне кажется, это один и тот же вид спорта. Просто без контактов, может, без силовой борьбы, без такой, как у мужиков. А так, в принципе, то же самое. Следите ли вы за тенденциями в женском хоккее, может быть, за женским «Динамо» санкт-петербургским или за сборной страны? Да, я и за женским «Динамо», конечно же, слежу, и за сборной России слежу. Да? Смотрим. И последний вопрос. Главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург женского Александр Зыбин возглавляет юниорскую сборную России мужскую. Как-то прокомментируете? Ну, Александр Зыбин мой тренер бывший в «Динамо». Я как только пришел, это был мой первый тренер молодежной хоккейной лиги. Ну, тяжело девчонкам, тяжело. Я знаю, как он тренирует, его методику. Вот. Удачи девчонкам, пусть терпение, но они молодцы, они справляются. Насколько я общался, разговаривал с ними,